Теперь в Сухумской детской поликлинике номер 4 появился еще один кабинет, но здесь не ведется осмотр малышей. Яркая комната с множеством рисунков, сюжетов из мультфильмов и произведений литературы. Проект «Детские комнаты» в поликлиниках Абхазии один из тех, что реализован в результате работы группы «Культурный код» конкурса команды Абхазии. Первые гости, конечно же, дети. Данный проект направлен на улучшение психоэмоционального состояния детей во время нахождения в медицинских учреждениях. Но это не только пространство комфортное, безопасное для детей, но я считаю, что это и шаг вообще к улучшению, к медицинским учреждениям, вообще повысить уровень доверия непосредственно к медицинским учреждениям Республики Абхазия. В новой зоне отдыха дети смогут не только ожидать своей очереди на прием, но и заниматься творчеством. В комнате можно посмотреть мультики на абхазском языке, рисовать и читать книжки. Кроме того, в планах обучающие и информационные часы для детей постарше. В частности, это игры в шахматы и азбука правосознания. Мы планируем, кроме того, мы сняли видеолекции на тему азбука правосознания, это уже для деток постарше, по правилам дорожного движения, кроме того, по игре в шахматы, азам будем обучать деток. Данный проект также реализовывается, и он при поддержке нашей группы команды Абхазия «Культурный код». Над оформлением интерьера детской игровой зоны при поликлинике работала дизайнер Наста Кулбая. Она подчеркнула, что старалась передать в рисунках элементы абхазской культуры и совместить их с сюжетами из старых добрых советских мультфильмов. Вдохновлялась произведением Фазиля Искандера, а именно «Детство Чика», также «Софичка». Они у меня как раз на всех моих изображениях продемонстрированы. Также я вдохновлялась, конечно же, союз мультфильмов. Был в моих работах. Это такие, как «Винни-Пух» и «Малыш Карлсон». Подобные детские комнаты планируют открыть и в других районах республики – Гагарском, Очимчирском, Гудауском, Галском. По словам организаторов, программа будет расширяться. Проект реализован при поддержке президента Бадры Гунба, первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, правительства Московской области, общественного движения «Народный фронт», абхазского телевидения. Проект «Детские комнаты в поликлиниках» реализован при поддержке правительства Московской области. Но особую благодарность я бы хотела выразить Бадре Зурабовичу Гумба, нашему президенту, в связи с тем, что данный проект масштабирован. Спасибо огромное, конечно же, Народному фронту за поддержку. Кроме того, вообще всей моей команде Абхазии. Культурный код в детских комнатах поликлиник Абхазии – это не просто оформление интерьера или зона для отдыха малышей, а глубокое понимание важности связи между здоровьем, культурой и воспитанием. Эти пространства становятся местом, где дети не только получают медицинскую помощь, но и впитывают богатство своей культуры. Гугут Савардания, Константин Парулова, Абхазское телевидение.